Итак, ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, и в гостях у нас горячо нами уважаемый Мухиддин Аке Кабири, сопредседатель Объединенной таджикской оппозиции и председатель Исламской партии Возрождения. Ассаламу алейкум, Мухиддин Аке. Алейкум ассалам. Да, долго мы с вами не разговаривали в эфире, за это время накопилось огромное количество новостей, но вот то, что попало в глаза, можно так сказать, это то, что в Таджикистане якобы закрыт так называемый повстанческий фронт во главе с Ахмадом Масудом, сыном известного Ахмад Шах Масуда. Дескать, этот штаб, офис представлял какую-то угрозу режиму Рахмона. Мы знаем, что некоторое время назад они делали на него ставку. Что же все-таки произошло и насколько это правда, то, что пишет? Еще раз салам алейкум, добрый вечер всем вам и вашим слушателям. Руслан, вот после того, как мы решили сделать эфир, я интересовался еще раз этим вопросом, разговаривал с моими афганскими друзьями, коллегами, с таджикскими экспертами, которые хорошо знают ситуацию в Афганистане и в Таджикистане. Нет такого четкого однозначного ответа. Дело в том, что ни таджикские власти, ни лидеры фронт сопротивления на уровне лидеров, они не комментируют эти новости, эти сообщения, и поэтому нет однозначного ответа. Но изначально было понятно, что Эмомали Рахмон как мастер манипуляции, заигрывания и использования таких моментов в свою пользу, он до конца не будет поддерживать фронт сопротивления, если дело пойдет не так. А как раз сейчас все идет к тому, что Рахмон просто сдаст лидеров фронта, не в смысле того, что их передаст талибам, нет. Сдаст в смысле того, что он найдет повод для того, чтобы закрыть деятельность этой группы в Таджикистане или, по крайней мере, ограничить их деятельность. И таким образом он дает сигнал талибам, что вот я иду навстречу, и также он надеется, что талибы будут в ответ предпринимать какие-то действия. А чего ждет Рахмон от нового правительства Афганистана? Скорее всего, наверное, я думаю, что вот последние угрозы, которые были со стороны полевых командиров, причем таджиков, которые находятся в рядах талибов, а это сильно повлияло на настроение в обществе, потому что это не просто талибы или пуштуны, а это таджики, которые имеют довольно весомый вес не только в составе талибов, но и в Афганистане, очень много сторонников в Таджикистане. И были несколько громких заявлений со стороны афганских улемов, ученых, после того, как Рахмон запретил хиджаб, принял несколько нормативных актов против ислама, исламских ценностей. Были довольно жесткие выступления со стороны афганских улемов. И я думаю, что все это в конечном итоге повлияло на настроение Рахмона. А для Рахмона найти повод для того, чтобы закрыть офис афганских оппозиционеров, это не проблема. Конечно, вот то, что они назвали, что якобы этот офис предоставляет угрозу безопасности Таджикистана, это смешно, но никак не может составлять какую-то угрозу безопасности Таджикистана, если они не могут ничего толком против талибов сделать в Афганистане. Каким образом они могут
действовать против Таджикистана, когда этот же офис не только создан таджикскими властями, но и финансируется и содержится именно таджикскими властями и теми международными кругами, которые поддерживают политику Рахмона. Так что пока, Руслан, вот на данный момент нет опровержения этих сообщений, также нет подтверждений. Но, скорее всего, что-то там есть. Раз пошли слухи, раз есть информация и нет официального опровержения, значит, там что-то происходит. Единаки, а насколько Эмомали Рахмон боится талибов? Вот вы сказали относительно того, что были заявления ряда командиров из числа таджиков, но при этом вот в наших предыдущих эфирах вы говорили, что Рахмон торгует электричеством, и эти деньги, которые поступают, они поступают в кошелек семьи Рахмона. Не может ли это быть вот условно частью сделки, чтобы Рахмон удалил, значит, антиталибскую оппозицию, при этом талибы перестают оказывать какое-то давление, например, на Рахмона, ведь, ну, наверное, Рахмон как-то понимает, что если талибы, гипотетически представить, пойдут на Таджикистан, вряд ли там народ, армия встанут на стороне Рахмона, ну, по крайней мере, не будут за него умирать, там, как за товарища Сталина, условно говоря. Во-первых, Руслан, таджикская армия, к сожалению, не очень большая армия, даже по сравнению с нашей милицией и другими спецподразделениями, наше Министерство обороны имеет меньше военнослужащих. Там всего, я помню, что было 12 тысяч солдат. Ну, сейчас, если они добавили еще пару тысяч, но где-то в районе 15 тысяч. А милиционеров тогда еще, когда я был в Душанбе, было около 40 тысяч. Так что даже конфликт с Киргизстаном, который имеет меньше населения, чем Таджикистан, почти на 3-4 миллиона, тем не менее показал слабость. По крайней мере, даже если мы не слабее Киргизстана, хотя по последним отчетам таджикская армия самая слабая армия в Центральной Азии, да и вообще в постсоветских государствах. Так что не зря вот талибы, которые имеют вооружение только натовское качество на несколько миллиардов долларов и несколько, наверное, более сотни тысяч вооруженных бойцов с опытом, конечно, тут любая угроза со стороны любого полевого командира со стороны талибов должно восприниматься очень серьезно в Душанбе. Но я все-таки считаю, что нет прямой угрозы со стороны талибов, потому что у талибов просто нет такой программы, таких планов по отношению к государствам Центральной Азии, потому что есть, они понимают ситуацию, что это не только Таджикистан, не только другие государства Центральной Азии, это уже ШОС, это уже проблемы с Китаем, с Россией и так далее. Они этого не хотят. Но Рахмон боится, что талибы предпримут и имеют на это право, предпримут какие-то ответные действия зеркального характера. Если Рахмон как бы разрешает у себя в Душанбе афганским оппозиционерам, которые не только ведут оппозиционную деятельность, более того, они заявляют в открытую, что они хотят свергнуть власть в Афганистане вооруженным путем. И говорят, что у них боевые подразделения в самом Афганистане. Они готовят бойцов в Таджикистане. И любое правительство, в том числе и афганское правительство, имеет право на ответные действия зеркального характера. И Рахмон именно этого боится, потому что в Таджикистане немало таджиков, таджикистанцев, которые недовольны политикой Рахмона. Они вооружены, они находятся в Афганистане. Рахмон об этом знает. Если верить российским
официальным лицам, последняя цифра, которую они озвучивали год назад, это в районе 4000 вооруженных бойцов из разных подразделений, которые являются они выходцы из Таджикистана. Но если даже их наполовину меньше, в районе 2000, это уже довольно много. Думаю, что это намного больше, чем все вооруженные бойцы Ахмад-Шаха Масуда в Афганистане. Так что я не знаю, насколько, какую угрозу составляет фронт национального сопротивления Афганистана талибам, но вооруженные таджикистанцы в Афганистане, они на самом деле могут составить проблему режиму Рахмона. Поэтому Рахмон боится именно этого. А что касается экономического элемента или бизнеса, дело в том, что я думаю, что ведение бизнеса, торговли с талибами, оно не имеет никакого отношения к политике, к вооруженным конфликтам, потому что афганскому правительству надо покрывать этот дефицит электричества, откуда неважно, Таджикистан, Иран, Пакистан, а Иран и Пакистан, у них проблемы с электричеством, особенно, да, сами уже недавно по последней информации в Иране есть проблемы с электричеством, возникает уже. А Пакистан импортирует электричество. А афганское правительство, неважно, там талибы, кто бы ни был, они должны покрывать этот дефицит. А Таджикистану необходимо продавать кому-либо. Кроме Афганистана пока нет покупателей на таджикское электричество. У Узбекистана, Киргизстана и других государств у них своего достаточно. Тем более летом. А у нас летом всегда профицит электричества Таджикистану необходимо продавать. Если Таджикистан даже зимой, когда не хватает электричества, внутри республики продает в Афганистан, тем более летом, когда электричество в избыток. Больше воды, больше работает, ГЭС работает в полную мощность. Поэтому война войной, а торговля между Таджикистаном и Афганистаном и тем более с электричеством, оно идет постоянно, бесперерывно. Я думаю, что Рахмон по двум причинам сейчас, если закрывает офис фронта или ограничивает, здесь две причины. Во-первых, что эта группировка доказала или показала свою недееспособность. То есть Рахмон, видимо, рассчитывал на... Если Рахмон хочет иметь какую-нибудь марионетку, то эта марионетка хотя бы должна быть дееспособной. Никому не нужны марионетки, которые они создают только головную боль, тем более проблемы с соседями. Это первая причина. Вторая причина, на мой взгляд, это все-таки давление со стороны России. Я не уверен насчет давления со стороны Китая, но со стороны России, который хочет в любом случае улучшить отношения с талибами. И они уже заявили о том, что они будут исключать их из списка террористических организаций. Но если мы все знаем, какое влияние имеет Россия на внутреннюю и внешнюю политику Рахмона. Рахмон не настолько независим в своей внешней политике, чтобы не учитывать интересы России. Поэтому в совокупности все эти факторы повлияли на то, что Рахмон вынужден менять свою позицию. Скажите, пожалуйста, Фединаке, вот этот вопрос, к которому мы постоянно возвращаемся, но он так или иначе на повестке стоит, есть такой vision thinking, да, то есть вот желаемое пытаться выдать за действительное, но как бы там ни было. Опять пошли разговоры о том, что, дескать, Рахмон вот вроде как готов там передать власть или вот что-то, какие-то подвижки. Или это же попытка замылить глаза, пустить пыль в глаза, показать, что да, я что-то делаю. Конечно, вот сейчас разговоры усилились в отношении
Лукашенко, также его товарищи, бывшего председателя колхоза в 1994 году, оба пришли фактически к власти. Ну, мы видели его последнюю фотографию Лукашенко, да, он действительно стал похож на мешок с картошкой, с бульбой, вернее. И вот в отношении него вроде России рассматривает, что будет там Качанова, креатура Кремля, вроде Лукашенко сопротивляется. Короче говоря, и в отношении Эмомали Рахмона такие же разговоры идут. Вот как вы оцениваете эти слухи, есть ли у них какая-то почва? Я думаю, что вот ситуация с офисом фронта национального сопротивления Афганистана, оно каким-то образом связано как раз с вопросом передачи власти. Рахмон хочет максимально очистить поле внутри страны. Он почти очистил. Он даже недавно, мы же, по-моему, об этом говорили в эфире, что арестовал всех, не только оппозиционеров, но даже своих карманных, лидеров своих карманных партий, которые сами назначил, но потом подумал, что а вдруг кто-то может использовать эти же карманные партии не по сценарию, не по его сценарию. Во время выборов, когда он уже официально выдвинет сына в качестве кандидата в президенты. И он очистил всю внутреннее поле и теперь хочет создать вокруг Таджикистана, решать все проблемы с соседями, чтобы сын мог управлять страной, не имея каких-либо внутренних, внешних проблем, конфликтных ситуаций. Поэтому он понимает, что он сам-то как с опытом, все-таки он мастер, как я уже сказал, интриг и так далее, а он не уверен в том, что сын может продолжать эту линию, тем более одновременно работая, как бы решая проблемы как с соседним Афганистаном, так и с внутренними кланами конкурирующими. Поэтому он решил максимально решать все проблемы. Что касается вообще вопроса передачи власти, в отличие от Лукашенко и Беларуси, где Путин как-то старается назначить кого-либо из своих приближенных, я думаю, что в Таджикистане он этого не делает. Рахмон просто этого не позволит. Тем более, что для Путина не важно, кто придет к власти. Главное, чтобы он учитывал интересы России. Очень много слухов о том, что Рахмон вынужден согласовать кандидатуру сына с Пекином, с Москвой, там, с другими. Нет, я этому не верю, потому что нет в этой необходимости. И Рахмон просто почему это пока не делает, потому что он по очень простой причине. Он не уверен в своем сыне. Он не уверен, что он просто способен справиться со всеми внутренними и внешними вызовами, а Рахмон оставляет сыну не только власть, он оставляет также очень много нерешенных проблем социально-экономического характера. Он знает, что если он сам не смог решить социальные экономические проблемы, тем более сын, который не имеет опыта, сын не может их решать. Поэтому он сейчас делает ставку, поменял приоритеты. Он говорит, хорошо, если я и мой сын не можем решать социально-экономические проблемы, хотя бы сейчас мы должны решать политические проблемы. А каким образом он решает? Договаривается с талибами, а условия договора – это как бы ограничение офиса вообще деятельности оппозиционеров афганских, с одной стороны. С другой стороны, он решает внутренние политические проблемы очень простым способом. Арестовать, уничтожать и все. Нет человека, нет проблемы. Вот таким образом он очищает поле. А является ли это действительно решением проблем? Я не думаю. Для него это решение, а для его сына это новые проблемы.
Сейчас в России вот эта вот волна мигрантофобии нарастает, она не снижается и после Крокус-Сити Холла. И вот новые инициативы, Бастрыкин, сейчас Госдума приняла целый пакет законопроектов, который ограничивает вообще жизнь, деятельность трудовых мигрантов. И сейчас мы видим, что выступления и политиков, и отдельных персонажей. Ну вот в Подмосковье выступил представитель МВД, который сказал, что руководство перед нами поставило задачу осветлить Подмосковье, чтобы не допустить его почернения. Ну, понятно, аналогия. Выступающий был с видом имбецила, поэтому он сказал то, что как услышал, да, не залитературил никак, не задипломатил. И, естественно, под раздачу попадает очень много таджиков. Очень много таджиков. При этом меня просили написать статью, я покопался в цифрах, там удивительные цифры. В России сейчас, по данным Института труда, нехватка трудовых ресурсов, которые составляют 4,8 миллиона человек. При этом в этом году приехало меньше всего трудовых мигрантов, но с каждым годом их, соответственно, нужда увеличивается, плюс ко всему война, нетрудоспособное население тоже увеличивается и так далее. Соответственно, если в этом году прибыло меньше всего, говорит ли это о том, что и таджики тоже стали меньше приезжать, или же они возвращаются в Таджикистан или куда-то в другие территории отправляются? Да, тенденция такая есть. Таджики, но все-таки таджикам больше некуда ехать, они продолжают ехать в Россию, но уже не в том количестве, как и раньше. Наоборот, уезжающих из России количество растет количество депортаций. Только за последний месяц 4000 таджиков были депортированы. Непонятно еще, сколько тысяч находится в депортационных центрах. И сколько тысяч еще где-то скрываются, там спрятались. То есть, в общем, ситуация такая. И насколько это влияет на внутреннюю политику Таджикистана, пока непонятно. Таджикистан старается, правительство старается найти замену, стараются договариваться там с Южной Кореей, с государством ближнего Персидского залива, там с Казахстаном, чтобы хоть каким-то образом они приняли хоть какую-то часть мигрантов. Но вдобавок к этому Турция ввела визовый режим против таджиков, и это создает дополнительную проблему. Поэтому все это в совокупности привело к тому, что Рахмон вынужден сейчас как бы закручивать гайки. Я думаю, что то, что происходит в России, оно не направлено специально против таджиков, потому что таджики наименьшая защищенная группа в России среди всех мигрантов. Потому что на таджиков объявили как бы преступниками, террористами после Крокус-Сити. То есть это уже для внутреннего пользования. Направить весь этот гнев, всю эту административную машину против таджикских мигрантов, оно рассчитано на внутреннего пользу, как бы электората. Но я думаю, что вот все это приводит к тому, что число таджиков, таджикских мигрантов в России будет уменьшаться. И они, не имея другого выбора, вынуждены будут возвращаться домой. Кстати, вот хотя нет сейчас статистики, сколько таджикских мигрантов вернулись и как это повлияло на внутреннюю ситуацию, но наблюдается сильный рост цен на основные продукты. Сейчас в Душанбе килограмм мяса уже по вчерашней информации около 100 сомани, а это $10.
Я не знаю сейчас, сколько долларов стоит мясо в Турции, но у нас в Европе, в Германии мы покупаем где-то в районе от 5 до 6 долларов, где-то еще меньше, где-то чуть больше. Нет, в Турции больше 10 долларов. Больше 10 долларов. Ну, в Турции всегда мясо было очень дорогое удовольствие, всегда. Лет 10-15 тому назад, я же все-таки жил на которое время в Стамбуле, я знаю. Но в Европе, например, тем более в Польше, в 2-3 раза дешевле мясо, чем в Таджикистане. Но это при том, что зарплата у нас, ну, на одну зарплату можно купить, ну, максимум, если больше ничего, никаких других продуктов, там, транспорт, все это исключит, 10 килограммов мяса. То есть, недавно я прочитал, объявили конкурс на вакантные места в какие-то правительственные структуры, административные структуры. Чуть больше 1000 сомони зарплата, но это где-то в районе 100 долларов. А в Душанбе жить таджикские семьи, они довольно большие. И поэтому цены растут. Это уже признак того, что... кстати, еще недавно один чиновник в пресс-конференции, когда задали вопрос, почему резкий скачок цен на продукты в Таджикистане, он просто сказал, что люди стали больше употреблять мясные продукты, но он не сказал, что это на каждого человека, каждый гражданин стал побольше есть мяса, или таджикистанцев стало больше. Вся производство, как бы производится мясо столько год назад, когда население было где-то чуть больше 9 миллионов или около 10 миллионов. А сейчас, по последней статистике, нас уже 10 миллионов и 700 тысяч граждан. Но скоро будет 11 миллионов. Продукты, в том числе мясо, производятся как 2 года тому назад, 3 года тому назад, а население растет. Кроме того, мигранты возвращаются. А в Москве они привыкли больше есть мясо и больше разного продукта, чем в Таджикистане. Поэтому все это как бы накладывается, и цены растут. Отсюда можно сделать такой вывод. Чем дольше продолжается тенденция сокращения таджикских мигрантов в России, тем больше таджикистанцев будут в родине, тем больше растут цены, и все это приведет к социальным напряжениям. Кстати говоря, Путин в свое время прокомментировал повышение цен на яйца тем, что россияне стали скупать эти яйца и стали больше есть. Значит, вот типа виноваты сами россияне, сказал он. Кстати, вот Рахмон тоже, чтобы этого не случилось, он же этот закон о упорядочении традиций принял еще лет 10 тому назад. Недавно еще они поправили закон на ужесточение. Они сейчас, у нас есть специальные комиссии, которые ходят по домам, особенно у кого-то, если там день рождения, свадьба, похороны, да, неважно, любое мероприятие, они должны об этом сообщить сельсовету, джамаату. И комиссия обязательно должна участвовать, присутствовать во время этой церемонии. И они проверяют, сколько килограммов картошки они сварили, там, сколько килограмм мяса, какое количество гостей, какое они имеют отношение к, скажем, имениннику, там, если день рождения. Если кто-то не из семьи, там, коллеги, друзья, это уже нарушение закона. То есть Рахмон заранее, как бы, он понимал, что скоро будут расти цены, а люди должны кушать меньше тратить. Вот такое примитивное понимание экономики. Я думаю, что эти диктаторы, у них логика одна и та же. Они не понимают, что чем больше люди будут покупать,
чем больше будут есть, тем и больше будет растет экономика. Это товарооборот. Это в пользу экономики. Они этого не понимают. Они думают, что чем население будет тратить меньше, тем лучше для экономики. Ну да, типичные совки, которые, как бы, несмотря на то, что в советское время воспитывались, Маркса, видимо, читали или изучали плохо, который говорил, что товар, деньги, товары являются основой экономики, да? Вот движение этих сущностей, в общем, ведет к разгону экономики. А тут, я еще так понимаю, вот этих вот всех соглядатаев, как их там называют, Мапмуры, да, чиновники, правильно? Маамурон. Мапмур, да. Их же еще, наверное, кормить там всех надо на этих маджлисах там, да, то есть они приходят, наверное, там толстопузы еще и за 2 щеки уплетают, наверное. Вот. Нет, не то, что их надо кормить. Многие сейчас стали приходить с уже готовыми протоколами, просто они там заполняют фамилии, они уже знают, что в любом мероприятии там есть правонарушение. Они найдут там несколько лишних килограмм там картошки там или риса, там проверяют, кто там, ну, дальний родственник не имеет права участвовать, составляют протокол. То есть каждый гражданин Таджикистана, когда он собирается там праздновать чего-то, там, свадьбу или похороны, он уже выделяет какую-то часть бюджета для этой комиссии. И поэтому это уже как бы входит в бюджет мероприятий, торжества или похорон. Но кормить это однозначно, они будут там их кормить, но еще надо будет платить. Вот наш общий друг Мурат Курбанов, один из лидеров вот как раз туркменской оппозиции, как-то рассказывал в эфире о том, что из туркменской милиции, я не помню, какой вилаят у них, просто целыми отделами полицейские увольнялись, потому что им платили что-то там 100 или 120 долларов, но при этом начальство ставило им цель приносить в месяц, ну, какой-то несколько тысяч долларов, ну, начальнику. И они просто не выдержали этого, потому что, ну, обирать население уже невозможно, у них просто денег нет. И они стали массово увольняться. Насколько такая система, вот институт кормления так называемый, в Таджикистане действует? Нет, это действовало давно, сейчас действует. Но в отличие, я не знаю, какая ситуация у туркменских граждан, что уже не могут давать взятки, или совесть заиграла у туркменских чиновников. Но пока в Таджикистане, наверное, деньги есть, все-таки наши мигранты зарабатывают, отправляют домой деньги на эти мероприятия. И у чиновников есть что отобрать у населения. Пока мы не наблюдаем таких массовых увольнений или отставок со стороны чиновников, только из-за того, что они уже не могут отобрать у населения деньги и не могут давать вышестоящим начальникам. Пока практика продажи должностей, там, перепродажи этих должностей растет, развивается, и то есть все как оно есть. Кстати, вот по последним отчетам по уровню коррупции Таджикистан еще потерял несколько пунктов, и то есть это говорит о том, что коррупция растет. И я думаю, что я не знаю, мы по уровню коррупции, конечно, мы уже давно обогнали все государства Центральной Азии, но по уровню диктатуры мы, по-моему, стали уже наравне с Туркменистаном. То есть раньше наши туркменские коллеги, в том числе наш общий друг Мурат Курбанов, всегда говорил, что да, у вас тоже диктатура, но у нас хуже. Но, наверное, к сожалению, сейчас он не может этим похвастаться больше, потому что мы уже давно рядом с Туркменистаном, рядом с Северной Кореей. Наши белорусские друзья, когда я им сказал, что у нас диктатура пожестче, чем в Беларуси, они сначала обиделись, сказали, что не может быть жестче, чем в Беларуси. Я сказал, что да, у вас европейские мерки, да, у вас самая жесткая диктатура в Европе.
но вы еще не видели азиатскую диктатуру. Потом я им стал все это объяснить, разложил, как оно есть, и они убедились в том, что да, у нас ситуация намного хуже. Но дело в том, что вот в чем проблема, я удивляюсь, даже наши соседи начинают уже принимать в себя эстафету и принимать эти законы, которые мы приняли у себя в Таджикистане лет 10-15 тому назад. И очень много сейчас проблем у населения именно из-за этих законов. Но почему-то сейчас, например, наши узбекские соседи, друзья, собираются принимать в себя такие же законы, которые мы приняли. И я слышал, что даже в Киргизстане они думают принимать такие же законы. Если принимать какие-то законы, повторять опыт, то надо принимать уже или повторять положительный опыт, а не такие дурацкие законы, как у нас есть. Но, как всегда говорят, что дурной пример заразителен. То есть сейчас идет все это по цепочкам в Центральной Азии. А все-таки, Хузинаке, с кем у Рахмона, вот помимо России, теплые отношения? Вот, я имею в виду на государственном уровне и на личностном у Рахмона. На государственном и на личном, скорее всего, с Китаем. Угу. Вот по внешним наблюдениям, с Китаем недавно приезжал к нам в Таджикистан лидер Китая после Казахстана, и он вручил Рахмону, я сейчас не помню, какой-то орден или медаль китайский, и как раз наши пропагандисты, они кричали везде, что это первый раз в истории Китая, когда такой орден, этот орден вручается за рубежом. Обычно этот орден вручается гостям, иностранцам в Пекине. Угу. А впервые китайский лидер вручил этот орден за пределами Китая, в Душанбе, Эмомали Рахмону. Я в одном своем интервью просто комментировал этот момент, сказал, что не надо радоваться, что этот орден якобы вручен за пределами Китая. Возможно, оба лидера считают Душанбе уже внутренней территорией Китая. Поэтому он по традиции, они вручают это как бы опять внутри самого Китая. Но это шутка, но, наверное, не очень приятная шутка, имеет какую-то долю правды. И мне опять знакомые сообщили, что в Душанбе сейчас курсируют китайские автобусы, которые переданы Душанбе в качестве подарка. Они подарены Китаю. И там даже не только в автобусах, в этих недавно построенных китайцами зданиях парламента правительства и правительства Таджикистана, там висят такие лозунги, даже они не нарисованы, а уже являются как бы частью здания. Там, как раньше была слава КПСС, сейчас есть такой надпись, что на таджикском языке от китайских друзей, подарок от китайских друзей ради общего будущего. И на таджикском языке, вот это я примерно перевел, у многих возникает вопрос, что означает общее будущее, вот, что это имеется в виду. Если у нас это политически общее будущее, территориальное, географическое, экономическое, или непонятно. То есть такой размытый лозунг и слова, каждый может по-своему его комментировать. И это многих настораживает. И недавно я опять пошла информация, что одного лидера, заместителя председателя социал-демократической партии профессора Шакирджона Хакикимова арестовали. И арестовали или начали допрашивать журналистов, которые якобы писали статью о влиянии Китая во внутренней политике Таджикистана. И они как раз привели вот эти примеры. Автобусы, там здания, эти лозунги, надписи. Это стало причиной для того, чтобы арестовать журналиста якобы за
непонятно за какие-то там нарушения законов или ведение антиправительственной пропаганды и так далее. То есть таджикские власти не допускают не то что критику, любое критическое высказывание или там какие-то ставить вопросы по поводу взаимоотношений Таджикистана с Китаем. Поэтому я считаю, что сейчас, с учетом сложных последних разговоров с Путиным и как ведет себя Кремль по отношению к Рахмону, и вот на фоне взаимоотношения с Китаем, я думаю, что самые близкие отношения сейчас как на уровне правительства, так и на уровне личности это с Китаем. Кстати говоря, я сегодня буквально наткнулся, такая выжимка была из доклада Human Rights Watch и уйгурского правозащитного центра, который расположен, по-моему, в Норвегии. Они сделали доклад, расследование о том, как Китай проводит политику китаизации в отношении наших братьев, уйгуров, там, казахов, татар, ну, все, кто там проживает, мусульман. А в отношении уйгур конкретно, ну, помимо там запрета ислама и всего остального, что происходит в Таджикистане, они теперь активно переименовывают реки, села с уйгурскими именами, переименовывают блюда национальные. Вот, кстати говоря, как Таджикистан там запретил все и вся. Например, там, ну, какой-нибудь там Чишме, там, родник, он теперь должен называться там Счастливый или Красное будущее, ну, вот что-то такое. И вот эта вот политика, она сейчас, помимо того, что имеет жесткую такую вот, мы знаем, геноцидную, она переходит в сферу вот культуры, духовного наследия. И я вот просто, когда вы сказали про эти лозунги, и не исключаю, что и дальше Китай, он же через символизм, и мы же прекрасно понимаем китайскую цивилизацию, как она работает. И второй фактор, который также меня навел вот на ваш ответ, скандалы, которые произошли в ряде африканских государств, сейчас не помню какие, просто чтобы не врать, когда выяснилось, что китайцы, которые строили там парламент, здание правительства, они напичковывали звукозаписывающей и следящей аппаратурой. И там какие-то уже представители спецслужб, по-моему, Франции или что-то такое, которые как бы контролировали отчасти эту территорию, они решили проверить, и выяснилось, что удалять это практически невозможно, нужно эти здания сносить просто, потому что все сделано на то, чтобы прослушивать, записывать и так далее. То есть здесь можно предположить, что и Китай поступает таким же образом в общественном транспорте, вот в зданиях, скорее всего, они и по просьбе, может быть, даже Рахмона это делают, чтобы следить за гражданами, например, подслушивать. Знаешь, Руслан, я вообще всегда по поводу Китая, я не критикую жестко китайскую политику по отношению к Таджикистану. Китай, конечно, как любая другая крупная страна, оно имеет свои интересы, медленно, уверенно, наступательно ведет свою политику, расширяет свое влияние. Где-то более удачно, где-то менее удачно. То же самое, как и Америка, как и Россия и так далее. У Китая своя тактика, своя стратегия. Китай идет дальше настолько, насколько мы позволяем. Тут не надо обвинять Китай в каких-то намерениях там, оккупировать Таджикистан или там, Африку, Киргизию и так далее. Вся проблема в политике местных лидеров. У Китая такая, вот насколько я знаю, я слежу за поведением Китая, Китай не лезет там, где его не пускают. Ну, просто не лезет и все. Китай предлагает, а это уже дело как бы самого человека, там, политика, президента или правительства, принимает эту помощь, это предложение Китая или нет. Не только вот это здание, там, Китай еще год 15 тому назад построил в Душанбе систему мониторинга за
дорожным движением в Таджикистане, в Душанбе, оно называется «Безопасный город». Все камеры, вот этот центр, там специалисты китайские там работали некоторое время, пока наши местные специалисты обучались. И вся вот город был как бы сейчас напичкан этими камерами. И теперь эта практика, она идет в менее крупные города, в областные центры, в другие города в Таджикистане. То есть, ну, если таджикское правительство, она согласна с этим, ну, а что Китаю остается делать? Сказать, что нет? Да, я думаю, что тут искать вину Китая не надо. Вся проблема в Таджикистане, вся проблема в политике таджикских властей. Та территория, которая была передана Китаю, она намного, в десяток раз больше территории Газы в Палестине. Палестинцы воюют за эту маленькую территорию, а Рахмон просто передал. И я думаю, что Китай очень благодарен Рахмону, поэтому когда любое приглашение со стороны Рахмона приглашает китайского лидера в Душанбе, он приезжает, он считает это своим обязательством. Почему? Потому что ни одна другая страна в мире не дала Китаю столько же территорий, столько льготов в бизнесе, в политике. И вот сейчас по неподтвержденным данным первая военная, пусть небольшая, но все-таки первая военная база Китая – это именно в Таджикистане. В Бадахшане. В Бадахшане, да. Везде в других, в африканских государствах, там какие-то ЧВК китайские для того, чтобы охранять там китайские инвестиции. А в Таджикистане, в Бадахшане, оно называется каким-то объединенным или совместным штабом по контролю за границей. Но это уже была информация, что это уже полноценная военная база. Хотя таджикские власти это опровергают, но они могут дальше опровергать. Они опровергают очень многое. Но факты есть, они остаются фактами. А насколько вообще как бы вытеснен Иран из Таджикистана? Иран уже не играет там большую роль. Если раньше после России Иран был на втором месте, по экономическому присутствию, политическому, культурному, сейчас я не думаю, что даже в пятерку не входит. Да, Иран старается, особенно после Раиси, как только Раиси стал президентом Ирана, было несколько поездок, и Рахмон, по-моему, тоже посещал Тегеран. Многие спорные вопросы были решены, эти были сняты с повестки дня, но это еще далеко до того уровня, который был во время Ахмадинежада и до 2015 года, когда Таджикистан, Рахмон обвинил Иран в поддержку государственного переворота, якобы наша партия, я финансировал, и в этом якобы были замешаны иранская сторона. И теперь они вроде бы поняли, что это не так, то есть они ошиблись, они извинились, они даже... Я был удивлен, когда министр обороны Таджикистана посещал Тегеран, и он дал честь, салют, посещал мемориал Касиму Сулеймани. И это уже знак того, что Таджикистан больше не обвиняет Иран в попытке государственного переворота. Но посмотрим, какие будут взаимоотношения теперь, когда уже президент стал другой человек, Пезешкиан. Подождем еще некоторое время. Да, действительно, подождем. Благо, что, я думаю, тем у нас и в будущем прибавится для обсуждения. Хамед Мухиддин Аке, большое вам спасибо за интересный разговор, много информации, и в том числе экспертного характера. Спасибо нашим зрителям. Не забывайте ставить
лайки, подписываться и распространять. Это очень важно для нашей общей деятельности. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Удачи вам. Ахмад.